Сказанного вами можно сделать вывод, что старость – это не приговор. Абсолютно. Вот, и спасибо вам, что вы уделили нам свое время и так подробно рассказали о такой возрастной категории, как старость. А с вами я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Здравствуйте! В эфире национального телеканала «Ингушетия новости» и краткий обзор событий. На выплату пособий по безработице выделены дополнительные средства. Получатели – лица старшего возраста. Каменная композиция, какой она была века назад. Репортаж из горной Ингушетии в выпуске. Повышение минимального размера оплаты труда до 11 280 рублей с 1 января 2019 года коснется более 3 миллионов работников. На территории сельского поселения Барсуки состоялась закладка капсулы «Восставание будущего детского сада» на 220 мест. В церемонии закладки послания будущим поколениям принял участие глава Ингушетии Инзбек Евкуров. Он выразил уверенность, что новый детский сад закроет вопрос обеспеченности сельского поселения объектами дошкольного образования. Строительство объекта проводится в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах страны дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. Общий объем финансирования строительства детского сада составляет более 130 миллионов рублей. Также в рамках программы в 2019 году в Барсуках планируется строительство школы на 720 мест. И там же, в сельском поселении Барсуки, прошел сход граждан. Жители смогли обратиться лично к главе региона. Встреча продлилась несколько часов. О том, какие вопросы поднимались на сходе, расскажет Светлана Томова. Больше 100 человек сегодня собралось на сходе граждан с участием главы Ингушетии. Здесь старейшины, местные депутаты, общественные деятели и просто неравнодушные жители сельского поселения Барсуки. В начале встречи Юнусбек Евкуров предложил обсудить вопросы развития села, а личные просьбы, если таковые имеются, попросил передать его помощникам. Глава региона подчеркнул, что всегда готов к открытому общению со всеми жителями республики. Все, что власть делает, это не говорит о том, что вы нам обязаны. Власть делает то, что обязана перед вами. И то делать не все, что должно быть. Поэтому здесь говорить о том, что мы вам построили садики, школы, а вы нам теперь благодарите нас, ну, это неправильно. Это наша обязанность. А ваша обязанность максимально учить детей, воспитывать детей и делать все, чтобы содержать то, что мы строим, держать в чистоте свое село, согласие, мир, ну и так далее. Первый вопрос из зала о необходимости пастбища для скота. По словам местного жителя, поле, куда раньше сельчане выгоняли свой скот, теперь занято частниками. Мужчина попросил главу решить возникшую проблему, закрепив за селом участок земли, который можно будет беспрепятствованно использовать для выпаса скота. Во-первых, я это узнавал, это даже не подвластно, даже вместо администрации. А за по этим пастбищам Исрапал Фахаен. Уже как минимум по всем селам председатель парламента, председатель парламента, все земли, земля отводи под пастбище, хавати, лятажда. Во-первых, федеральный уже лятды. И по закону никто не имеет права ничего строить.
Но а я же без кеатры дадан согласен. Опять же, хон хотяр дуси, что депутаты же бы юртда в общественном совете. Что с хаголби, а ваш из бол хабыч вашиш. Все фудизя, а что дикр маладер, я же баргиш хаголби, ханяк фаях. Такер ходил, через неделю мы придем. Хогол жоп дал, хани лят качать, муча качать, фудовой углят там, муча додерян. Так ваш бол хабиб без вашиш. Также местные жители обратились к главе Ингушетии с просьбой не убирать мини-футбольное поле для детей у федеральной трассы. Юнузбек Евкуров отметил, что такое решение было принято из-за неудобного расположения. Поле лежит вблизи опасного участка дороги, и чтобы на него попасть, нужно перейти скоростную трассу, что совсем небезопасно для детей и подростков. Более 30 тысяч машин отъехало няка. Хамалуа газа, хамачич. Заниматься даже бирж, цитатутис. ده أزيار، الشاك لوتشا أندرز. أزيار قلنا مجيء أزيارشم. Затем речь зашла об улице Картоева, жители которой посетовали на то, что водители маршрутных автобусов в Назрань-Барсуке отказываются ездить по разбитой дороге. В таком состоянии дорожное полотно находится уже несколько лет. По нему же вынуждены ходить в школу и обратно местные детишки, поскольку тротуара здесь нет и не было. Протяженность улицы Картоева почти 1,5 километра. Всем селом мы просим, чтобы нам отремонтировали эту дорогу по улице Картоева и связали его с улицей Газдиева. Улица Муружева там проходит, и этот автобус может свободно, круговое движение, аккуратно выехать, забрать всех людей и отвезти на Назрань. Очень мы просим, вот люди все просят. Водитель автобуса, который говорит, я туда поеду, туда не поеду, сразу балхарчева вес. Хозняк больше скорость автобуса 60 км в час или там сколько. Нет, мы были шорти говорить, но он не имеет права, нет, мы были аж зацвок, они аж нагбутигич. Поэтому не водитель определяет маршрут, а водитель определяет маршрут. А когда вы живете, вот общественность для этого, юрта вы для этого. Ингуш автотранс хавелопус, сход должен ахвавел. Почему? То есть вопрос решается на раз-два. Что конечно, хамдас, мало водителей вы, вы гватяр. А царката хули жему кванарда арбиан, да надо больше, а мы хочем. Дорога превратилась в полосу препятствия, яма на яме там. Там недавно мы сделали воду и вообще его разбили. Вот. Я понимаю, вот сейчас мы посмотрим, ну, а вы или асфальт, или грунтовую дорогу. Вот это тоже решаемый вопрос. Рассказали на сходе и про местный мост, который представляет опасность. По словам местных жителей, он слишком узкий и не дает возможность разъехаться нескольким машинам сразу. Вынос из Плиева на федеральную дорогу. Из Плиева на федеральную дорогу Лазиква тоже оттуда выезд делать, тоже там мост, тоже предусмотрите эту всю программу, заложите и посмотрите, что можно там делать. Помимо просьб, местные жители выразили благодарность Юнузбеку Евкурову за все изменения, которые произошли и происходят не только в их селе, но и в республике. В завершении встречи глава республики ответил на ряд вопросов, касающихся развития сельского поселения, которые поступили к нему в письменном виде. Детский сад, когда будет построен, ну уже все, долендали, вот уже за капсулу заложили, в воскресенье начинают и к концу года долендали чакагишан. Строительство школы в районе новостроек. Здесь я пока ничего не скажу, поэтому еще раз говорю, по радиусу нахождения школ, по местам, по количеству, вот так мы школы строим. Потому что точно пока не планируется, но нам надо другие села, где на остров нуждаются, вот это закрыть. Но дальше надо посмотреть, где там как. Будет ли проводиться работа по линии Минсельхоза по программе устойчивого развития сельских поселений? Только что сказал. Эту работу надо продолжить, в том числе и берегоукрепительные работы, в том числе и ФАП, и Дом культуры. Нет, ФАП мы строим по линии Минсельхоза.
И вот тоже говорил, по мостам провести работу. Ну и, конечно, вот та поддержка специалистам на селе, которая должна быть, тоже поработать здесь, она будет продолжаться работу. За 2 часа общения жителей села с главой Ингушетии были заданы несколько десятков вопросов. На подобных встречах, как подчеркивает Юнусбек Евкуров, важно каждое мнение. Ведь это означает, что жители болеют душой за развитие своего сельского поселения. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24. Правительство России закладывает дополнительно 13 миллиардов рублей на выплату пособий по безработице для лиц старшего возраста. Дополнительные средства запланированы на 2019 год. По словам министра труда и социальной защиты страны Максима Топилина, эта категория граждан будет получать пособие 12 месяцев в минимальном размере 11 280 рублей. С 2018 года вырастет также максимальное пособие по безработице для людей, которые встанут на учет в службах занятости с 1 января. Минпросвещение России объявило о старте открытого конкурса для юридических лиц на предоставление грантов в рамках государственной программы развития образования. Гранты на общую сумму более 170 миллионов рублей будут направлены из федерального бюджета в форме субсидий. Одно из обязательных требований к участникам конкурса – это наличие опыта выполнения масштабных программ и проектов в области защиты, поддержки и продвижения русского языка. Гранты обеспечат развитие и совершенствование электронных образовательных ресурсов на русском языке, проведение установочных и обучающих семинаров и образовательно-просветительских мероприятий, продвижение открытых русскоязычных образовательных ресурсов в стране и за рубежом, а также разработку и продвижение в социальных сетях обучающих интерактивных игр, отметили в министерстве. Законопроект о пенсионных изменениях Госдума планирует рассмотреть 26 сентября. А накануне на обсуждение комитета были вынесены поправки. Речь идет о тех изменениях, о которых говорил президент в своем телеобращении к россиянам. Все они получили поддержку комитета. В этой теме разбиралась Амина Бокова. В первую очередь на рассмотрение у Комитета Госдумы по труду и соцполитике блок поправок, которые ранее внес президент страны. В частности, глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, дать право досрочного выхода на пенсию всем многодетным матерям и сохранить действующий порядок начисления пенсий для коренных малочисленных народов страны. С легкой руки президента вводится понятие предпенсионного возраста. Оно будет составлять 5 лет. Для поддержки такой категории граждан будут введены программы переквалификации и поддержки, в том числе и социальная защита от увольнения в этот период. Так, депутаты уже одобрили поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность работодателей за увольнение граждан предпенсионного возраста. Также предпенсионерам обязаны предоставлять 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты каждый год. Индексация первые 6 лет по 1000 рублей, как было сказано. Эти средства предусмотрены в бюджете пенсионного фонда, который правительство внесет в ближайшее время в Государственную Думу. Кроме того, предполагается уменьшить стаж, дающий право на получение досрочной пенсии для женщин до 37 лет и для мужчин до 42 лет. А с 1 января предполагается начать выплаты 20% надбавки к фиксированной выплате по страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих в селе, со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Очень много поправок повторяют поправки, которые внес президент. С учетом того, что произошло за это время достаточно широкое общественное обсуждение, комитет пройдет спокойно, и законопроект будет вынесен на среду на пленарное заседание. В ходе обсуждения депутаты проголосовали за поправки, внесенные президентом страны Владимиром Путиным и представителями фракции «Единая Россия». Ну а далее рассмотрение предложенных парламентариями поправок. Их поступило около 200. Большинство из них были отклонены. Так, поправку не повышать пенсионный возраст для народов Крайнего Севера, вопреки позиции официального представителя правительств, было рекомендовано не принимать. Отклонили и предложение сохранить возраст выхода на пенсию для селян и работников сельхозпредприятий. Инициатива депутата Олега Смолина по досрочному выходу на заслуженный отдых представителям интеллигенции тоже не нашла отклик у коллег. Поправки рекомендуются к принятию, внесенные президентом и группой авторов.
которые вписываются в общую концепцию всего того, что озвучил президент, когда обращался к стране. Единая Россия предложила также выплачивать накопительную пенсию в нынешнем пенсионном возрасте с 55 лет женщинам и с 60 мужчинам. Во втором чтении законопроект предположительно будет рассмотрен 26 сентября. Третье чтение пройдет 27 сентября. Альмина Бокова, Новости 24. Вторая жизнь легендарных сооружений. Башни рода Куштовых воссозданы в первозданном виде. Реставраторы несколько лет работали над реконструкцией комплекса. Работа деликатная, ответственная. Мастера сделали все возможное, чтобы сохранить уникальный и своеобразный колорит, который так очаровывает туристов. Из горной Ингушетии Тамерлан Хамхоев. В живописном Джайрасском районе у самого подножия Столовой горы расположились башни рода Куштовых. С течением времени эти монументальные, величественные сооружения оказались в полуразрушенном состоянии и нуждались в руках умелых реставраторов. И вот спустя несколько лет, отстроенные в абсолютно том же виде, что были столетия назад, эти башни вновь радуют глаз. Реконструкции башенного комплекса начались где-то в начале 2016 года. Уже 2 года уже и работы идут полным ходом. Башенный комплекс был в таком состоянии, полуразрушенном. И сейчас, как вы видите, восстановили ограждение, восстановили 3 основные башни. 2 башни уже полностью готовы. Внутреннее убранство, перекрытие между этажами, бойницы и прочее. Все точь-в-точь так, как возводили наши предки. Это был основной принцип работы, признаются мастера. Не сделать что-то новое, а воссоздать то, что было утеряно с ходом времени. Даже камни, из которых были возведены когда-то башни, собираются внизу, в ущелье, куда они скатывались. Работы немало, но когда любишь то, что делаешь, никакие трудности не пугают, как говорят строители. Здесь у нас уже первый этаж, он уже практически мы уже завершаем первый этаж. Здесь у нас будет 2-й этаж. Это жилые башни, конечно. Оттуда у нас лестницы, которые сюда поднимаются. Здесь будет очень удобно подниматься, передвигаться. Будет очень красиво. Камень, который сейчас мы тут, почти 70% камня, строительного камня, достаем из земли. Он когда-то наши отцы, семьи как больше появлялись, они расходились, бубалры по-ингушски. Они поблизости строили дома, естественно, подбирали камни, которые уже разрушены и валяются. Сейчас работы ведутся еще на нескольких участках. После завершения сюда будет приезжать огромное количество туристов. К примеру, на крыше этой башни сделана смотровая площадка. В хорошую солнечную погоду вид открывается потрясающий. Ради одного такого пейзажа стоит сюда приехать. Здесь мы сделали эту смотровую зону. Здесь она реставрационной работе никак не мешает, наоборот, отсюда очень красиво смотреть. После работы, реставрационных работ, тут, конечно, будет очень красиво. Здесь можно будет снимать исторические фильмы, здесь можно будет играть свадьбы, очень интересно будет туристам приезжать сюда. Хамхи, Карт, Игекал, Тергим, Малери, теперь еще и Кушт. Список восстановленных в Ингушетии башен можно скоро будет вести на десятки. Разумеется, для каждого жителя республики это хорошая новость. И может быть скоро в Ингушетии каждый башенный комплекс будет вновь радовать глаз туристов и самих жителей Ингушетии в своем первозданном виде. Тамерлан Хамхоев, Хамзат Халухаев, Новости 24. Повышение минимального размера оплаты труда до 11 280 рублей с 1 января 2019 года коснется более 3 миллионов работников, в том числе 2 миллионов сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Об этом сообщили в Минтруде России. Ранее заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщила, что с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 11 280 рублей, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Это была вся информация. К этому часу увидимся в 16:00. До встречи.
Идеальную ванную комнату вам поможет создать магазин сантехники. Огромный выбор ванн, джакузи, раковин и смесителей, мебель для ванных комнат, зеркала и аксессуары. Мы реализуем оборудование как в розницу, так и оптом. У нас можно заказать понравившуюся вам модель по каталогу. Наш адрес – город Назрань, улица Сулейменова, 17. Телефон 8 928 732 16 11. А ты знаешь, что внутри матрицы? Смотри. Компьютеры, ноутбуки, комплектующие, видеонаблюдение, майнинг фермы, ремонт компьютеров и даже заправка картриджей. А также рассрочка. Купи сейчас, плати потом. «Матрица» здесь, в самом центре Назрани, по улице Московская, 27, недалеко от Сбербанка. Уважаемые жители и гости республики, стартует акция, по итогам которой будут разыгрываться ценные призы. 10 призов по 25 тысяч рублей. Путевка в Турцию на двоих в 5-звездочный отель. Путевка в хадж. Автомобиль «Лада Гранта». Для того, чтобы стать участником акции, вам необходимо приобрести продукцию на сумму от 999 рублей и выше в одной из аптек лекарей республики. Подробную информацию об организации акции, сроках и местах ее проведения, а также количестве призов вы сможете узнать в кассах аптек. Ух ты! К нам непы приехали! Назрань, встречай! С 22 сентября водное шоу байкальских нерп. Первый передвижной нерпинарий. Площадь ЖД вокзала.